Я обращался к тебе, Бердымухамедов, 2 или 3 года назад. Я тебе говорил, не нужно держать людей, отпускай. Ты проигнорировал. Я потом обращался, говорил, что не нужно уничтожать национальную ценность, национальную культуру, ахалтекинскую лошадь. Кто тебе позволил? Как ты смеешь так себя вести? Где у тебя юридические, конституционные основания для того, чтобы вот так вот позорить народ, унижать честь и достоинство туркменского народа на весь мир? Кто тебе дал это право? Неужели ты думаешь, что тебе это позволят? У туркмен не так много вещей. Даже если завтра все твои потомки Бердымухамедова станут космонавтами, никто туркмен знать не будет. Но ахалтекинская лошадь – это основа культурного коннозаводства мира. Как ты посмел позволить уничтожить ее? Что ты делаешь? Теперь ты делаешь то же самое с этим бедным Алабаем. Ты лепишь эти памятники. Почему ты идешь на это? Ты не знаешь, как поработить этот народ? Может, тебя папа учит этому? Как можно унижать этот народ? Кто тебе позволит его унижать? На каком основании? Даже пройдя такие испытания, даже будучи поверженным, даже разгромленным, туркменский народ не проходил через такие унижения. Народ жив и будет жить до тех пор, пока не растоптана честь, совесть и достоинство народа, пока у него есть символы, национальные символы. И эти символы – это ахалтекинская лошадь, это туркменские ковры, это культура туркменского народа, музыка, и в том числе Гёктепе, как символ величия духа туркменского народа. И Бердымухамедов или на него похожие Ниязвы никогда не имели права унижать этот народ. И никто не имеет права унижать этот народ. И народ этого не позволит. Ни один уважающий себя туркменистанец не позволит унижать свой народ. Ибо умный человек был такой. Он сказал, истинный интернационализм невозможен без чувства национального достоинства. Ибо как же поймет душу и сердце чужого народа тот, кто пренебрег собственным духовным наследием? Такие, как Бердымухамедов, который топчет свое духовное наследие, топчет гордость, они никогда не смогут быть лидерами и никогда не смогут сплотить этот народ. Такой народ ничего хорошего не ждет. Будущее народа только в сплоченности, в единстве, в демократических ценностях. Гёктепе отдается болью в душе, потому что не решены эти проблемы. И если Туркменистан сегодня потерял свою известность в культурном плане, а более известен своим Авадан-Депе, посмотрите, какое ужасное созвучие Депе, возвышенность. Но эта возвышенность, это уже возвышенность насилия, ада. Там заживо замуровали людей. И с него спросить не могут. Вот что такое Гёктепе. Авадан-Депе существует потому, что не решен вопрос с Гёктепе. Потому что не разобрались ни мы сами, туркменистанцы, ни мир не знает до сих пор. Авадан-Депе – это эхо, это отзвук Гёктепе, там, где народ борется. Никто никогда не победит народ. Сколько бы денег у тебя не было, Бердымухамедов, какое бы клептократическое государство не было создано, никто никогда не побеждал народ. Сила народа – это сила урагана, горного селя. И если я к тебе раньше обращался по другим вопросам, которые касаются национального достояния, то сейчас я тебе повторяю и заявляю – ты не посмеешь топтать честь и достоинство туркменского народа. Туркменский народ встанет с колен. И символом того, что он поднялся, будет руководство. Народ перестанет видеть, как ползает руководство перед тобой. И мы добьемся этого. Этот вопрос будет поставлен вплоть до ООН. Либо ты откажешься от этой порочной практики, от своего фанфаронства,
либо к тебе будут применены международные санкции именно по этому вопросу. Atı vatanı zanın, evi tutunur yatı.